выгоняют из Крыма, выживают православную церковь Украины, и митрополиту Клименту оккупанты приказали разобрать храм, который он построил в Евпатории. Это было 3 ноября, и предписание его разобрать пришло тоже 3 ноября, и сроки были установлены тоже 3 ноября. Если он это не сделает, ему грозит штраф. И вот эту ситуацию мы обсудим с аналитиком Крымсос Анастасией Донец. Добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, что митрополит Климент обратился и к властям Украины, и в ООН с просьбой им помочь. Вот расскажите подробнее об этой ситуации. На какую помощь он может рассчитывать? Дело в том, что ситуация с православной церковью Украины в Крыму сложилась очень сложная. Вы и большинство слушателей знают, что Россия не признает эту церковь как церковь, и, соответственно, какое-то время назад начали выселять общину православной церкви Украины из 2 приходов, в частности, из собора кафедрального в Симферополе и, как вы сказали, в Евпатории храм тоже собираются разрушить. Дело в том, что Украина может помочь сейчас Крымской православной церкви Украины, Крымскому патриархату только. Это может быть политическая поддержка, это может быть определенная адвокационная деятельность на международной арене, которой занимаются как представители украинской власти, так и неправительственные организации. Ну и, собственно говоря, сам митрополит Климент тоже зарекомендовал себя как очень сильный адвокационщик, он борется за свою церковь. Пожалуй, это все, что сейчас может сделать Украина, так как действия, которые происходят на неподконтрольной территории, и Россия отказывается хотя бы какие-либо требования Украины в этом плане удовлетворять. Что касается обращения митрополита Климента к генсекретарю ООН, на мой взгляд, это такой, знаете, отчаянный крик о помощи, потому что все правовые механизмы на территории подконтрольного оккупантам Крыма сейчас уже были израсходованы, были пройдены судебные инстанции, и было принято решение о выселении из храма в Симферополе. Европейский суд по правам человека в сентябре принял решение не рассматривать это дело, так как это, цитата, выходит за рамки его юрисдикции. Почему? Срочные меры. Что? Почему? Почему это выходит за Как рамки? это как объяснил Европейский суд по правам человека, временные меры, о которых просил митрополит Климент, могут быть приняты судом только в каких-то исключительных случаях. Я не знаю, почему этот случай не был признан таковым, так как это прямое преследование по религиозному признаку, нарушение права на исповедание религии. То есть исключительный случай, когда Европейский суд может вмешаться, когда заявитель столкнулся с реальным риском необратимого вреда. Видимо, в этом случае Европейский суд не усмотрел такого реального риска. Есть ли у вас информация о том, что сейчас происходит в оккупированном Крыму? Я имею в виду ситуация с митрополитом Климентом. Собственно говоря, вот эта последняя информация, та же самая, которая известна и СМИ. Я знаю, что митрополит продолжает бороться, православная церковь Украины в Крыму продолжает бороться, так как это не только какая-то церковь, одна из конфессий многих гонимых в Крыму — это единственный сейчас институт в Крыму, который представляет украинцев. Это то, о чем нам митрополит Климент говорил на встрече с нами. Он не опускает руки и понимает, что если православная церковь Украины из Крыма уйдет, то последняя зацепка, какая-то украинская зацепка, которая есть в Крыму, она исчезнет. Вот этот мостик между Украиной, материковой ее частью, и оккупированным Крымом. То есть люди, которые идентифицируют себя как православные украинцы, им некуда будет пойти. Я знаю, что митрополит Климент заявлял, что своими руками он ничего разбирать не будет. Если оккупантам это нужно, пусть они это делают сами. Вот известно ли, что сейчас происходит в Евпатории? Что с храмом?
Последней информации у нас такой нет, к сожалению, я вам не могу сказать. Единственное, опять-таки, как юрист, да, я могу сказать, что в любом случае это очень серьезное нарушение международного права, в частности, международного гуманитарного права, как разрушение собственности страной-оккупантом, да, во время военных действий, не вызванное военной потребностью. Очевидно, такое разрушение собственности является военным преступлением. И об этом нужно говорить, и это нужно документировать для того, чтобы потом в международных судебных инстанциях такие вещи можно было доказывать. Кроме того, это также нарушение Женевской конвенции 4, которую сейчас очень часто вспоминают. Фактически митрополит Климент, как представитель определенной религии, да, он религиозный служитель, его лишают права предоставлять духовную поддержку верующим в Крыму.